Удивительно, насколько похожая ситуация сегодня складывается в секторе Газа на то, что случилось с мусульманами Ингушетии в 1992 году в пригородном районе. Судите сами. Газу бомбят хаотично, бомбардировки жилых кварталов по признаку жителей палестинской национальности. Точно так же были начаты и неизбирательные артобстрелы населенных пунктов пригородного района до уничтожения улиц и кварталов, именно по признаку национальной принадлежности жителей. Тотальная жестокость. 90% убитых в эти недели в Газе – мирные жители. Начатая 30 октября 1992 года этническая чистка в пригородном районе также несла одну цель – уничтожение мирного ингушского населения по национальному признаку. Неравные силы. Резня в Палестине прикрыта однозначной военной поддержкой могущественных союзников, обеспечивших оружие, господство в воздухе и поддержку в СМИ. А геноцид в пригородном районе в 1992 году был проведен на плечах Кремля, российской армии. Именно штурмовые армейские соединения атаковали ингушские села артиллерией, танками, вертолетами, подавляли спонтанные очаги сопротивления. А уже потом под их прикрытием по пепелищам шли осетинские мародеры-военные преступники, убивая и пытая уцелевших. И именно власти России открыли безлимитное вооружение своих верноподданных. Похищение. Кроме бомбардировок Газы, Израиль проводит рейды в других территориях Палестины, ежедневно идут похищения палестинцев. В 1992 году, кроме боевых действий в пригородном районе, шли организованные массовые аресты осетинскими властями жителей Владикавказа, Бурова, лиц ингушской национальности. И, наконец, самое скверное, палестинцы остаются без всякой поддержки братьев-арабов, которые, находясь буквально на пороге, отчиживаются, имея военные возможности. Так и ингуши в пригородном были цинично преданы ближайшим соседам, братским народам, Чечней, которые на тот момент уже имели организованные военизированные формирования, оружие и транспорт, и не пришли на поддержку за неделю, что длилась активная фаза геноцида. Более того, дали гарантии русским и осетинам о невмешательстве. Сегодня беженцев из Газы не пропускают, Египет закрыл границы. В 1992 ингушей ни одного беженца не приняли в Чечню, не запустили на пограничные села. Не делая выводов из опыта прошлого, не избежать повторения в будущем.